Je suis Charlie. Je suis Charlie. По всей Молдавии люди поминают жертв нападения 7 января на редакцию парижского сатирического журнала. Молдавские журналисты и активисты гражданского общества возложили цветы у посольства Франции в Кишиневе. Демонстранты скандировали «Je suis Charlie» – «Я Шарли» – лозунг солидарности с убитыми сотрудниками журнала «Шарли Эбдо». В боснийской столице Сараево собравшиеся у посольства Франции зажгли свечи и оставили карандаши в качестве жеста поддержки убитых и раненых журналистов. Убийство 2 полицейских и 10 сотрудников журнала вызвало международные акции в защиту свободы СМИ. Казахстан. Памятные мероприятия были также проведены в Алма-Ате, где журналисты и другие граждане собрались перед консульством Франции выразить свое сочувствие к жертвам и их семьям. Кабул. В афганской столице протестующие сплоченно выступили против запланированного визита пакистанского политика и священнослужителя Маулана Фазула Уль-Рахмана, который должен был присутствовать на встрече по региональной безопасности. Фазул Уль-Рахман выступил в поддержку афганских талибов, назвав законной их войну против иностранных войск. Выражая свое несогласие с позицией Фазула Уль-Рахмана, организации гражданского общества провели демонстрации в разных частях Кабула. В Пешаваре на северо-западе Пакистана старейшины из зоны племен Хайбер выступили с требованием государственной помощи для людей, перемещенных в результате военных действий. Тысячи жителей были вынуждены покинуть свои дома с момента запуска 2 месяца назад антиповстанческой операции Хайбер-1. По словам протестующих, в преддверии зимы они не получили ни продовольственной помощи, ни теплой одежды. Там же, в Пешаваре, мусульманские религиозные деятели из различных сект собрались для выражения своей поддержки новым правительственным мерам по сдерживанию терроризма в Пакистане. Ученые высказались за усилия властей по защите правопорядка и гражданского населения от насилия. Ранее на этой неделе Пакистан принял закон, разрешающий военные суды над подозреваемыми в терроризме. Однако этот шаг вызвал возражения со стороны 2 ведущих религиозных партий.